Евгений Владимирович, расскажите, пожалуйста, о ком-то из тех замечательных, талантливых наших земляках, которые были, по сути, запытаны, их заставили признать свою вину, которой не было, потом они были приведены на суд, на заседание военной коллегии, которое происходило тоже вне закона, формально, и потом это было признано, что это беззаконие на всех стадиях, и поэтому они были реабилитированы. И вот эти люди были расстреляны и захоронены вот у Богоявленских родников. Вот расскажите, пожалуйста, о ком из них вы знаете? Ну, наверное, с Рябова надо начинать. Анатолия Павловича. Анатолий Павлович Рябов. В селе Лобоски Щелковского района родился. Ну, был расстрелян за то, что был первым эрзянским профессором эрзянского языка. Заведующий кафедрой мордовского языка Мордовского пединститута. Да. 23 мая 1938 года расстрелян ночью. Но вообще о судьбе этой семьи. Да. Брат его, Владимир, был расстрелян тоже. Он переводил «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова. Третий брат, тоже трагически как-то кончился, Александр. Вот. Ну и а потом взялись за Васильева, их зятя. Тимофея Васильевича. Тимофея Васильевича Васильева. Вызвали из Лондона, так, вроде, зачем-то, ну и расстреляли его. Бывший работник торгпредства СССР в Лондоне. Вот. Был талантлив, в совершенстве знал английский язык. Это надо только представить. Бывший деревенский мальчишки в совершенстве владеет английским языком. Это талант. Беречь надо этот талант. А получилось вот как. Молодой совсем его. Вот. Мы были на могиле матери Рябовых. Это когда справляли столетие Анатолия Павловича, столетие со дня рождения. Но тогда нас еще власти поддерживали, дали, приглашали всех родственников со всего СССР. Это какие годы? Это было в 94 году. 100 лет ему исполнилось. Вот. И поехали в Бичалки и были на могиле матери Анатолия Павловича и сестер. Сестры тоже были репрессированы, как жены врагов народа. Это вот такую семью, такое гнездо образованное, все разорили полностью. Вот что поделать. Ну, дальше, вот у меня по списку Кутяков Иван Семенович. Это последняя его должность, по-моему, если не ошибаюсь, заместитель командующего Приволжским военным округом. То же самое в Москву на какие-то вопросы повезли, и там его и не стало. Вот. Я все думаю, вот будь его, этого талантливого военачальника, во время Великой Отечественной войны мы бы столько душ сохранили, потому что у него был громадный опыт ведения войн. Вот. Но... И даже историки подсчитали, что Сталин убил советских военачальников, по-моему, в 1,5 или в 2 раза больше, чем Гитлер. Вот. А сколько бы они могли сберечь советских солдат, глав семей, значит, у скольких семей была бы меньше трагедий. Конечно. И травмы на всю жизнь. Кстати, Лукасовскую я читал. Когда его брали, НКВДшники, соединение, дивизии командовал, что ли, по-моему, дивизии командовал. Состав был такой. Когда вернулся, через 4 года сидел там, вернулся, там пацаны командовали полками. Вот к чему привели все эти репрессии. Это картину трудно представить. Весь квалифицированный руководящий состав, только потому, что они не лебезили перед Сталином, пустили в расход.
Это только один Кутяков, а их сколько было? Командовали полками, лейтенанты, там есть описания такие. Далее Кудыркаев Яков Яковлевич. Это тоже село Лобоски, Атяшевского района. Лобоски, на рязанском языке ламбаське, сладенькое, переиначенное настолько, что не узнаешь. Талантливейший поэт, он написал знаменитую поэму, рассказ-поэму «Эрмесь». Эрмесь, значит, это богатый, богач. Не в смысле богач, а имя такое, богач, имя. Вот. И когда я впервые, запрещали печатать, естественно, и только перепечатали уже после всего, вот когда я прочитал, был удивлен, насколько богатая лексика у этого поэта, насколько он мог сделать как много всего. Но, увы. Когда вы прочитали эту поэму? Это прочитал, наверное, в 70-е годы что-то там, или так вот. Журналистятка напечатали, и хорошо, что сохранилась рукопись. Вот, и перепечатали. Вот, там опять же обвинили, война ведется между Ахмакшанами и рязанами. Там два героя. Вот, за это тоже, видимо, обвинили его. Ну и результат был такой, что почти 20 лет скитался по лагерям. В сентябре 1938 года его арестовали, осудили к 5 годам, а фактически продлевали, потому что бесплатная рабская сила. Да. А формально написано, что к 5 годам. К 5 годам. А был 18 лет, да? В лагерях. Я говорю, около 20 лет. А потом вернулся, одинокий, уже... Ни двора Никола. Да. Скитался, питался кое-где, и в конце концов, все-таки 72 года я посчитал, все-таки жил еще, выдержал. И снова вернулся к своей поэме и стал ее переделывать, дорабатывать, и подготовил перед смертью, хоть и не изданный, но новый вариант. Вот эти на память у меня вот эти фамилии, эти личности, что еще? Да, сколько их было, разве ты помнишь? Федор Чесноков, талантливейший был писатель, прозаик, тоже его расстреляли, да и сколько? Федор Маркелович Чесноков, драматург, член Союза писателей, расстрелян 25 мая 1938 года. Да. Тихон Петрович Миронов, ерзянский языковед, кандидат филологических наук, расстрелян в 1938 году. Иван Яковлевич Бандяков, языковед мордовский, преподаватель мордовского языка, не знаю уж какого именно, ерзянского или макшанского, он преподавал в агропедагогическом институте, расстрелян 23 мая 1938 года. Да. Вот. И так далее. И так далее. Это там... только те, что пока нашли. Еще сколько уникальных людей. Основатель Союза писателей Мордовии тоже просидел несколько лет. Не Григошин? Григошин. Березин, по-моему, да? Как-то так. Григошин. Или Григошин. Яков Пахомыч. Ему юбилей был, ездили, он с этого Шемишевского района, Пензенской области, ездили на юбилей. Вот так вот. Григошин, говорите, да? Да? Григошин? Нет. Как фамилия? Григошин. Яков Пахомыч. Это все есть сюда свои. Ага. А вот как вы относитесь к тому, чтобы музей памяти жертв репрессий в одном из исторических зданий сделать и туда и архивные материалы собрать, и книги репрессированных, и научные статьи, и книги, которых десятки даже уже по Мордовии, посвященные этой теме, чтобы выделили здание, выдали штатные единицы, снабжали бы, оплачивали бы коммунальные расходы. Ну, как? Повторяетесь, не надо. Понятно, что только положительно. Музей такой должен быть. Кстати, в других регионах есть такие музеи. Где, например? Где вы знаете, в каких регионах? Мне кажется, есть музей в Веш-Короле. Угу. Недавно я читал. Как бы не ошибиться только. Да. На память все. Вот. Знать надо историю, помнить надо историю и учитывать историю.
не повторять те ошибки, которые были. А у нас забываются. Ну, вот когда в Москве был последний раз Верховный судья Российской Федерации, сказали про этих экстремистов. Вот и назвали меня экстремист. Не считаете себя экстремистом? Судья посмеялся, улыбнулся. И говорит, ладно, экстремист. А вот приписали же 12 раз. Это сколько, и денег сколько потратило. Последний раз ездили за гонорар, нанимали адвоката, а времени сколько. А вот здесь, в Саранске, первый раз судили. Это было столько волокиты, столько экспертиз с разных городов, с Нижнего, с Казани, с Москвы, с разных. Все это взвешивали, это столько мучили. А чего там было? Я помню до сих пор. Написали опять Макшане, куда хоть. Вот, ну и не вот так и лезет, вот и все. Ну что поделаешь, это же факт. Отказались наши реально, подписали заявление от этого, вот, от прокуратуры. Вот и даже обвинили нас в том, что мы в газете латиницу кое-где там, фамилию напишем по латыни, еще что. Это уже экстремизм. Что не уважаете язык, да, в этой мелочи они видят? Да? Вот это уже экстремизм. Вот какие мерки. Вот, поэтому... Ну, скажите спасибо, что не враг народа еще называют. Да, вот именно. Всего лишь экстремист, это не так да. страшно. Вообще-то вот интересная эта тема. Враг и жертва. Враг и жертва. В 30-е годы врагами были те, которые ставили к стенке. Они были врагами. Это однозначно, надо повторять. А жертвы-то были героями. А почему же их население-то этих настоящих врагов поддерживало? Почему своих детей и друзей хотело, чтобы они были на эти места, занимали лакомые? Ведь все свои семьи-то пытались туда устроить. Ну, конечно. Не тех, кого расстреливали, а тех, кто... Так. Ладно. Ладно, Евгений Владимирович, наверное, я перед тем, как мы разойдемся, хочу попрощаться с нашими телезрителями, которые вместе со мной имели честь выслушать вашу точку зрения. Я хочу им напомнить, что в нашу инициативную группу по увековечиванию памяти жертв политических репрессий на территории Мордовии вошел Евгений Владимирович Четвергов. Он писатель, он был редактором газеты «Эрзень-Мастер». Он основатель фонда спасения эрзянского языка имени Анатолия Павловича Рябова. Он один из основателей движения Мастарава. Еще он кандидат каких наук? Сельхознаук. Сельхознаук. Евгений Владимирович, спасибо вам большое. Ну что ж, вот в канале «Культура» 3 раза повторяли. Вот такая же беседа у нас состоялась. Как уж его, христиан, в общем, француз он. Ну, русским языком владеет неплохо, естественно. Вот такой же разговор был. Ну, там 20 минут всего лишь. Ну, вот. Мы его перещеголяли. Это